В очередной раз привет тебе, мой казахский народ. Саламатсба. Салем, салем, и снова с вами Аза и Тоха, рифмуем тоже неплохо. Всем, кто смотрит Алоха, эта программа не для Алоха. Стоп, подожди, стоп, снято. Дорогие друзья, снова мы собрались с целью изучить казахский язык со всех сторон. Вот в прошлый раз, Антон, когда ты пошутил про мою тещу, я гулял неделю по парку, мне было скучно, и я выучил все слова, которые мы прошли. Смотри, мы изучили формулу слова плюс хана равно заведение. Ну, давай, коль не шутишь, давай. Это асхана, тойхана, дарсхана, перзентхана, мирамхана, жатакхана, шайхана, ктабхана, дархана, емхана, дамхана, шиберхана, аурухана, ажетхана. Ну что же, Азамат, ты меня приятно, ты знаешь, удивил. Жарайсың, досым. Азамат, скажи, что ты знаешь о глаголах? Ну, глагол – это часть речи, которая обозначает действие и отвечает на вопрос, что делать и что сделать. Молодец, Азамат, не забыл еще школьный материал. Антон, этот школьный материал, он как первый поцелуй. Его забыть невозможно. И это правильно, друг мой, ведь наш запас знаний с каждым уроком увеличивается. Мы знаем уже достаточно для того, чтобы сделать первые шаги самостоятельно. Так я готов. Я настолько готов, что все готовые смотрят на меня и понимают, что они еще не готовы. Ты сегодня прям заряженный такой, энергетиков, что ли, отпился? Да нет, дома розетку чинил, Антон. Ну тогда слушай. В образце на экране каждый глагол дан с буквой «у». Я думаю, что эту форму мы выбрали не случайно, так ведь? Да, Азамат, это так. Ведь если верить теории академика Вернадского об энергетической ноосфере Земли, то случайностей в нашем мире не бывает. Эту форму мы выбрали, потому что в словаре можно увидеть именно эту начальную форму глаголов. И это удобно. А удобно это тем, что мы будем добавлять наши ключи к слову, отсекая букву «у». Я, кажется, знаю. Эта форма в русском языке называется неопределенной формой глагола или инфинитив. FX35. Например, терпеть, болеть, платить, занимать, грустить, плакать, переживать, жалеть, надоедать. Так ты все-таки взял ипотеку, да? Да. Капец вообще. Еще одалживать. Ладно, не отвлекаемся. В целом ты прав. Но отсекая «т» в русском слове, вы получите слово, которое, не имеет смысла. То есть, к примеру, кушать куша, видеть виде? Правильно, это тонкость и своеобразие русского языка. А в казахской грамматике все универсально. Без «у» слово сохраняет свою целостность и значение, а означает оно приказ, повеление, просьбу. Ты хочешь сказать, если я скажу не «эшу», а «эш», то я уже сделаю из одного глагола другой? Это хочет сказать правило казахского языка, а не я. Но в целом ты прав. Вместо глагола «эшу» – «пить», если убрать букву «у», мы получим слово «эш», то есть «пей». Я, Антоха, начинаю понимать. Из глагола «беру» – «давать» можно легко сделать глагол «бер» – «дай», и это лишь убрав букву «у». Довольно несложно, не правда ли, Азамат? Да, Антон, думаю, это даже очень легко. А чтобы укрепить пройденный материал, покажи всем телезрителям на примере, как это происходит. Легко. Жил кушать, же кушай. Жазу писать, жаз пиши. Куру смотреть, кур смотри. Болу быть, бол будь. Алу брать, ал бери. Теперь я уверен в том, что ты хорошенько запомнил правила. А телезрителям хочется сказать, что сегодня мы получили ключ к приказу, повелению, просьбе, который нужно умело использовать. И вы теперь сами можете поупражняться самостоятельно. Только не переусердствуйте и не станьте домашним диктатором или диктором. Сегодня мы поговорим о такой казахской традиции, как конагаса. То есть конак – гость, ас – угощение. Казахский народ всегда славился своим гостеприимством. Ведь вспомните, наши мамы всегда припрятывали все сладости для гостей, а для нас на столе всегда стояли золотой ключик, кис-кис, дубок, му-му, взлетная, если повезет, конечно. Для казахов встретить гостя с почетом, угостить его – знак щедрости. Как уже говорил Азамат, все самое вкусное всегда хранили для гостей. Гостей делили на 3 вида. Первый вид – это арнайы конак, то есть специальный гость. Этого гостя казахи приглашали специально, и мог быть как и родственник, так и большой и уважаемый человек в ауле. Второй вид – это кудаи конак. В переводе означает «случайный гость», либо же «путник». С древних времен казахи не могли позволить себе не принять путника, шедшего долгий путь, а также накормить его, дать ему место для сна было делом чести каждого казаха. Третий вид, он же последний, это кыдырма конак. Несмотря на то, что гость мог прийти без предупреждения и не вовремя, казахский человек не мог его не принять у себя дома. А человека, который не хотел принять гостя, другими словами, тот, кто не дал конахаса, штрафовали. Штрафом служили лошади, верблюды, и так далее.
Сегодня мы узнали много нового, и вашим домашним заданием будет запомнить правила и пригласить гостей. Всем пока, дорогие друзья. Ну что же, Азамат, бүгін үйге келіп арнайы қонақ бол. О, базажок, сау болыңыздар, друзья!